Всем привет! Сегодня мы поговорим о роскошной жизни и многомиллионных тратах самых высокопоставленных лиц Кыргызстана. Итак, начнем. Два года подряд жители бедной страны радуются и наблюдают, как Садыр Джапаров вовсю красуется в дорогой одежде, которые стоят сотни тысяч сомов. Они также смотрят, как президент летает по заграницам на частных бизнес-самолетах. Например, на финал чемпионата мира по футболу. И провластные фейки и тролли орут во весь голос. Она не мне, если к мне парсумбы. Президент должен выглядеть и одеваться достойно, ведь представляет страну и так далее и тому подобное. Но в декабре мы провели расследование и выяснили, что не только Садыр Джапаров летает на бизнес-джетах. Глава кабинета министров Акылбек Джапаров уже дышит ему в спину, потому что тоже летает на таких крутых самолетах. В конце ноября Акылбек Джапаров полетел в Японию на Embraer Legacy 600. И мы узнали, что такой перелет обойдется примерно в 10 миллионов сомов. Вообще, глава Кабмина Джапаров не уступает президенту Джапарову не только по таким самолетам, но и в одежде. Вы не верите? Сейчас я вам покажу и докажу. Погнали! Итак, 19 января Акылбек Джапаров посетил акционерное общество НУР в Джалалабадской области. Обратите внимание на его куртку. В интернете мы нашли точно такую же курточку, только чуточку другого цвета. Это итальянский бренд Мюррер. На российских интернет-магазинах такое удовольствие стоит 160 тысяч рублей. А на сайте самого бренда 1715 евро. Это 161 тысяча сомов. Это не первая и не последняя такая куртка Джапарова, поэтому идем дальше. Эту новость 20 декабря опубликовали на сайте правительства. Джапаров ознакомился с работой Токтогульского ГЭС. Запомните и эту курточку. Лора пьяна. Какая Лора пьяна? Я тебе отвечаю, родной, Лора пьяна это. Какая Лора, Да, это Лора Пиано и стоит 941 тысяча рублей. Это почти 1 миллион 173 тысячи сомов. Напомню, у Садыра Джапарова есть точно такая же куртка. И в связи с этим у меня вопрос. Кто за кем повторяет? Итак, только две куртки Акылбека Джапарова стоят 1 миллион 334 тысячи сомов. Если они действительно оригинал, а не подделка. И вообще, может ли он себе позволить такие дорогие покупки? Давайте посмотрим на его декларацию о доходах за 2021 год. В своей декларации глава Кабмина указывает, что за целый год всего он заработал 1 миллион сом. За месяц в среднем Джапаров зарабатывал по 83 тысячи сомов. Ну а чтобы купить хотя бы одну куртку от Лора Пиано, ему этих денег не хватит. Получается, чтобы приобрести ее, он должен работать 1 год и 2 месяца. И при этом на протяжении всего года не тратить ни тына. Вообще ничего не покупать. Ни продукты, ни воду. Я правильно понимаю? Или у главы Кабмина выросли доходы в 2022 году? В своей декларации за 2021 год, помимо доходов, Джапаров указывает, что у него есть квартира 77 квадратных метров. И больше ничего. Абсолютно. То есть даже у его близких родственников нет ни бизнеса, ни дома, нет ни земли, ни машины. А как обстоят дела на самом деле? Вот просто один пример. Это компания Alma Agro. Сайт Минюста сообщает, что жена Акылбека Джапарова, Анара Джапарова, там соучредитель. И за прошедший год фирма заплатила налогов почти на 5 миллионов сомов. А теперь давайте познакомимся с налоговым кодексом Кыргызской Республики. В статье про особенности предоставления единой налоговой декларации физлицами, занимающими или замещающими государственные и муниципальные должности, четко указывается, что действие настоящей статьи распространяется в том числе на лиц, замещающих политическую специальную государственную должность. А это кодекс о правонарушениях. В части 2 статьи 438 черным по белому написано,
что предоставление государственным или муниципальным служащим декларации об имуществе и доходах с недостоверными или неполными сведениями влечет наложение штрафа на физических лиц, должностных лиц в размере 50 расчетных показателей. То есть всего на 5000 сомов. Вот такие дела. В последние месяцы должностные лица все чаще начали говорить на тему повышения тарифов. 20 января Атылбек Джапаров заявил, что житель Бишкека платит 5 сомов 38 тиынов за 1000 литров воды, тогда как ее себестоимость составляет 7 сомов и 70 тиынов. А президент Садыр Джапаров и вовсе анонсировал повышение стоимости электроэнергии с 77 тиынов до 1 сома. К слову, 24 января издание FactCheck TG опубликовало материал, где сообщается, что и Садыр Джапаров в своей декларации не указал бизнес своей жены. Должностные лица говорят о повышении тарифов, призывают простых кыргызстанцев платить налоги и не нарушать закон. Но при этом сами в своей декларации скрывают бизнес и имущество своих близких. Но простые люди, которые еле как сводят концы с концами, видят и знают, что брендовые курточки таких чиновников стоят сотни тысяч и не соответствуют их декларациям. Вообще, как по мне, декларацию о доходах чиновники сдают, чтобы обычные граждане, такие как мы с вами, видели и контролировали, чтобы должностные лица не обогащались, используя сомнительные или незаконные методы, чтобы наши с вами налоги распределялись строго по назначению, а не уходили в левые карманы. Поэтому очень важно сдавать декларацию и привлекать к ответственности тех, кто что-то скрыл или дает неполную информацию. Вы как считаете? Пишите в комментариях. С вами был Ахтилек Капаров и до новых встреч.